Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день вместе с нами на канале Якутия-24. С вами Вероника Тамтосова. Сегодня 5 декабря, вторник. Отличный день. Отличное настроение. Что мы сегодня расскажем? Расскажем, как бороться с вирусами. Дадим несколько полезных советов, как от них защититься. Конечно, узнаем много интересного и полезного из наших постоянных рубрик о том, какой сегодня знаменательный день, что нам советуют звезды, какую книжку почитать и как говорить правильно. Откроем секрет, кто стал студентом года, и в конце эфира к нам в гости заглянут участники межрегионального научно-практического форума «Пути возрождения и сохранения эпического наследия и сказительства». Узнаем, как в других странах СНГ работают над сохранением нематериального наследия. Так что оставайтесь вместе с нами на Якутия-24, и каждый день будет обязательно удачным. Если у вас есть занимательные новости, удивительные видео и просто что-то очень интересное, и вы хотите этим поделиться с нами и со всей республикой, отправляйте на нашу электронную почту. Все посмотрим, все оценим и обязательно самым интересным поделимся со всеми телезрителями. И, как и обещали, немного об осадках и погоде на территории Российской Федерации. Между тем, Гидрометеоцентр сообщил, в каких регионах ожидается по-настоящему снежный декабрь. Так, избыток осадков прогнозируется в основном в Центральной России. По словам Вильфанда, среднемесячная температура воздуха ниже нормы в декабре ожидается в 6 регионах страны. Холодная погода, то есть температура ниже нормы, будет в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской областях. Московская область будет на грани, температура ожидается около и ниже нормы, отметил метеоролог. А вот дефицит осадков будет в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, немецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, на Чукотке, а также в северной части Якутии и на севере Хабаровского края. Вот такая вот у нас сегодня информация о том, какая температура воздуха и какие осадки ожидаются в Российской Федерации. Но о том, какая температура в республике прямо сейчас, спешим сообщить. В центральных районах температура сегодня минус 50, минус 51 градус. В Заречной группе 48-53 ниже 0. В южных районах 15-33 градуса холода. В Вилюйской группе минус 44, минус 49. В Нижнеленских 46 градусов ниже 0. В западных 32-40 градусов холода. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 25, минус 53. В Янских 31-47 градусов холода. На северо-западе минус 27, минус 44. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 46 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Туман, будьте внимательны, температура воздуха минус 43, минус 45 градусов. Ветер слабый. Вот такая температура на сегодня. Ну а прямо сейчас узнаем, какие последние новости от наших коллег. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет 2-4 миллионов человек. Зарплаты неизбежно вырастут, однако проблему это не решит. Об этом говорится в исследовании на основе анализа данных о 38 миллионах вакансий, размещенных последние 5 лет. Авторы сделали вывод, что кадров в России не хватает уже в настоящее время. Количество публикуемых работодателями вакансий выросло за указанный промежуток времени почти в 2 раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась вдвое, что намного выше роста ВВП. Как полагают авторы исследования, сильнее всего с дефицитом рабочей силы столкнется обрабатывающая промышленность, логистика и торговля. Правительство направит дополнительное финансирование более 470 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. На реализацию планов соцразвития, центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в сообщении. В канун Нового года россияне стремятся установить у себя в доме главный символ праздника – новогоднюю елку. Но именно она может стать и причиной пожара.
Чтобы этого не произошло, инспекторы Госпожнадзора рекомендуют придерживаться нескольких простых правил. Выбирать елку из негорючих материалов, не использовать для украшения бумагу, марлю и вату, не зажигать вблизи елки свечи и бенгальские огни, не использовать в доме хлопушки и фейерверки и покупать елки и украшения только в магазинах, в которых есть сертификаты соответствия. При установке должно быть прочно устойчивое основание, а ветки елки должны располагаться не менее 1 метра от потолка и стен. Не оставляйте гирлянды включенными без присмотра, а также не оставляйте детей без присмотра возле елки. Проводите беседы со своими детьми на случай возникновения пожара, чтобы они знали действия в случае его возникновения. Аналитики сервиса для путешествий составили рейтинг самых самобытных регионов России. В топ вошли Якутия, Алтай, Хакасия, а также Курильские острова Сахалинской области. Отмечается, что Якутия – один из самых загадочных регионов России с неповторимой культурой и богатой местной кухней. Регион традиционно славится изделиями из меха и серебром. Местные мастера создают украшения с замысловатыми узорами. Их поделки известны далеко за пределами региона. Якутская кухня полностью соответствует суровому климату. Едят много мяса, даже жеребятину. Популярна и сырая рыба – строганина. Русский театр ищет новые таланты. Для этого жюри отберут нескольких студентов и выпускников в свою театральную студию. Это даст возможность будущим актерам поступить в театральный институт имени Бориса Щукина в Москве в следующем году. Участники для конкурса подготовили 3 стихотворения, басню и прозаический отрывок. Также сотрудники театра выявили у участников наличие музыкального слуха и дополнительных талантов. Самых лучших в первой половине лета следующего года направят на прослушивание в Москву. Мы отбираем определенное амплуа, которое требуется нам на сегодняшний день для труппы театра. И исходя уже из этих критериев, мы уже будем понимать, кто остается на данный момент у нас в театре при студии. Или же мы вынуждены будем проститься и сказать, что вам придется попробовать где-то уже в другом месте и идти уже как-то со своей мечте уже какой-то другой дорожкой. А мы, в свою очередь, все-таки постараемся предоставить, по крайней мере, ту возможность, чтобы попасть для начала к нам в студию. Кубок Федерации по масс-рестлингу перенесен на 23-24 декабря. Одно из крупнейших командных соревнований примет Якутск. Так, даты проведения Кубка Федерации по масс-рестлингу изменены. Кроме того, изменения коснулись состава участников Кубка. Вместо команды Горного Улуса выступит сборная Амгинского Улуса. Таким образом, за Кубок сразятся Мигино-Кангаласский, Татинский, Верхневилюйский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский, Амгинский и Сунтарский Улусы. Доброе утро, дорогие телезрители. Дорогие родители, будьте внимательны. Сегодня у нас актированный день. Температура воздуха в городе Якутске минус 49 градусов. Не учатся с 1 по 11 класс. Дистанционное обучение, пожалуйста, уточняйте у классных руководителей. И сегодня, в это прекрасное утро, у нас в гостях победитель национального финала российской премии «Студент года» среди профессиональных образовательных организаций Максим Бапайонов, студент 2-го курса Чурапчинского аграрно-технического колледжа, лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Профессионал года». Доброе утро, Максим. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Поздравляем с такими достижениями. Расскажите, что же это за премия, как все проходило, очень интересно. Все проходило очень интересно и познавательно в городе Казани. Там было очень много талантливых ребят. Они очень хорошо выступали все. И было очень познавательно и интересно. Скажите, пожалуйста, как вы решили стать участником? Поначалу я прошел республиканское мероприятие в Намсах, где я занял гран-при, и нам сказали подавать заявки на отборочный этап во Всероссийской премии «Студент года». Угу. То есть, вы просто стали победителем, вам предложили, и вы решили, а почему нет? Да. Почему нет? А скажите, пожалуйста, что вы там делали? Просто не все сталкиваются с профессиональными такими конкурсами. Я так понимаю, что вы по своей будущей профессии что-то демонстрировали, поясняли. Как это все было? Что это был за проект? Там была самопрезентация, презентация профессии, деловая игра и тест на году педагогики наставника.
самопрезентация проходила, это я рассказывал о своих достижениях. Вот мы сейчас видим кадры, это вот так проходило, да, получается, соревнование? Но это не так проходило соревнование, это я представлял свою профессию. Вы у нас Я пожарный. рассказывал. Да, я пожарный по профессии, учусь на пожарного. Ну, то есть вы, получается, представляли путем демонстрации всех навыков, ну, спасения жизни, там, я так понимаю, эвакуации из горящего здания, Да. ну, судя по тому, что мы видим. Ну, очень интересно. А почему решили выбрать такую сложную профессию? Ну, очень благородную, безусловно. Ну, эта профессия я мечтал с детства. С детства мечтал там стать героем, и поэтому решился поступить на пожарного в Черепчинский аграрно-технический колледж. Очень здорово. А вот когда вы ездили, с кем-то удалось познакомиться, приобрести новых друзей, познакомиться, отличается ли подготовка других участников? Да, я познакомился с очень многими и интересными друзьями, которые ну, они очень были добры ко мне, ну, как ко мне, наша группа была очень добра, и очень хорошо познакомились с ними, и взяли контактные данные друг у друга, и сейчас до сих пор общаемся. Теперь их ждете в гости? Да, их ждем теперь в гости. У них подготовка у них, как сказать, у них русский язык с детства, поэтому им было легче участвовать. Они импровизировали в основном везде, а я готовился. Какие цели и задачи вы ставите перед собой на следующий год? Будете ли участвовать? Следующий год, я думаю, да, буду участвовать. Ну, надеюсь, тоже так выиграть, но уже гран-при выиграть, стать лучше. Ну, желаем вам успехов в подготовке. И несколько слов для наших телезрителей, которые, может быть, тоже студенты, а может быть, только будут ими. Вот что бы вы им пожелали? Желаю вам успехов, удачи всем и доброго, отличного, бодрого дня. Спасибо большое, Максим, что пришли. Всем. Еще раз желаем успехов в подготовке. Дорогие телезрители, но мы продолжаем. Итак, у нас сейчас, как видно, эпидемиологическая ситуация в республике и в городе достаточно сложная, вот, поэтому мы хотим дать вам несколько советов. Итак, как бороться с вирусом? Во-первых, врачи, специалисты рекомендуют первое, очень простое, с детства нам знакомое, это мыть руки, чтобы, соответственно, не переносить вирусы. По возможности носить маски, да, то есть в общественных местах, уже во многих организациях вышли приказы. Вот, также эффективно говорят, что от простуды это постоянно заниматься спортом, соответственно, правильно питаться, сбалансированно, не забывать пить витамины. И очень сильно специалисты подчеркивают, что нужно высыпаться, то есть благоприятно влияет на уровень стресса и защиту организма от вирусов, это полноценный сон. Также отметили, что очень пагубно влияет на организм стресс, то есть чем больше мы нервничаем, особенно в предпраздничные новогодние дни, меняем климатические пояса, ездим в отпуска, все это стресс для организма, с этим тоже нужно быть осторожными, чем меньше стресса, тем меньше риск заражения. Желаем вам здоровья и хорошего настроения, ну а прямо сейчас расскажем о том, что же рекомендуют звезды нам на сегодня. Овны. На этой неделе овнам предстоит столкнуться с некоторыми проблемами, но вы сможете преодолеть их благодаря своей настойчивости и решительности. Не забывайте о своих целях и не позволяйте другим людям влиять на вас. Тельцы. Эта неделя будет для тельцов очень продуктивной и успешной. Вы будете уверены в своих силах и готовы к новым вызовам. Не бойтесь рисковать и экспериментировать. Это может привести к новым возможностям. Близнецы. Отношения близнецов с окружающими людьми могут стать более напряженными из-за некоторых разногласий и непонимания. Будьте терпимы к другим и старайтесь находить компромиссы. Раки. Раки могут столкнуться с некоторыми финансовыми проблемами, но не стоит паниковать. Используйте свои знания и опыт, чтобы найти решение. Не забывайте про свою семью и близких людей. Они помогут вам в трудную минуту. Львы. Уверенность львов в себе может быть немного снижена из-за внешних факторов. Но не забывайте, что вы являетесь лидером и способны справиться со всеми проблемами. Не стесняйтесь просить помощи у своих друзей и коллег. Девы. Девам может показаться, что все идет не так, как вы хотели бы, но это не повод для паники. Используйте свои навыки и знания, чтобы решить проблемы и достичь поставленных целей. Не забывайте об отдыхе и о заботе о своем здоровье.
Весы. Весам не нужно бояться и пробовать что-то новое и экспериментировать. Это может привести к успеху и новым возможностям. Не забывайте о своей индивидуальности и уникальности. Скорпионы. Скорпионам надо быть осторожными и внимательными к своим финансам. Не тратьте деньги на ненужные вещи и не занимайте слишком много. Старайтесь экономить и планировать свои расходы. Стрельцы. У стрельцов может быть много дел и задач, но не забывайте о своих личных интересах и увлечениях. Найдите время для себя и своих хобби. Не бойтесь просить помощи у близких людей. Козероги. Козерогов может ждать успех в карьере или бизнесе. Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте работать над своими проектами. Не забывайте про отдых и заботу о своем здоровье. Водолеи. Возможно, водолеям придется столкнуться с некоторыми трудностями, но не отчаивайтесь. Используйте свой ум и творческий подход, чтобы найти выход из сложной ситуации. Не забывайте про своих друзей и близких людей. Рыбы. Настроение рыб может быть переменчивым из-за различных факторов. Не расстраивайтесь и не переживайте из-за мелочей. Наслаждайтесь жизнью и находите радость в мелочах. Вот такие рекомендации нам сегодня дают звезды. Но вообще каждый день знаменатель. Сегодня день в Конституции в Узбекистане, Национальный день молодежи в Албании, День матери в Панаме. А какие праздники у нас сегодня празднуют, узнаем из нашей постоянной рубрики «Даты и события». В России 5 декабря отмечают день начала контрнаступления советских войск под Москвой и День добровольца. Кроме того, в этот день ООН привлекает внимание к мировым проблемам почв, а поклонники японской культуры могут отметить День ниндзя. В Якутии сегодня отмечается День детского движения, который был утвержден по указу президента Республики Саха-Якутия 6 марта в 2014 году. По народному календарю 5 декабря, по старому стилю 22 ноября отмечается Прокопьев день. Если на Прокопа тепло, то выдастся снежная и теплая зима. Обычно на Прокопе уже можно было прокладывать хороший санный путь, а потому народ активно занимался починкой саней. Этот день — история. В 1714 году Петр I учредил орден Святой Великомученицы Екатерины. В 1830 году впервые исполнена фантастическая симфония Гектора Берлиоза. В 1936 году принята вторая Конституция СССР, сталинская. В 1957 году в Ленинграде спущен на воду атомный ледоход «Ленин». 5 декабря 1987 года в Воронеже основана советская и российская рок-группа «Сектор газа». 5 декабря 1996 года озеро Байкал включено в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также 5 декабря 2003 года на Байкало-Амурской магистрали состоялось открытие Североамурского железного тоннеля. В этот день родились Федор Тютчев, русский поэт, дипломат, консервативный публицист. Афанасий Фет, русский поэт, переводчик, мемуарист. Константин Коровин, русский живописец и театральный художник. Уолт Дисней, американский кинорежиссер, мультипликатор, продюсер, художник. Юрий Власов, советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик и писатель. Нина Русланова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Патрисия Касс, французская эстрадная певица и актриса. Елена Летучая, актриса, российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер. В этот день отмечают именины Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Просковья, Фадей, Федор, Яков. Вы не нашли в нашем перечне праздников праздник для себя? Не расстраивайтесь. Немного информации. День волонтера может считаться своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея времени и сил. С недавних пор в стране, как и в нашей республике, ширится движение серебряных волонтеров, добровольцев старше 55 лет. Как и чем живет серебряное волонтерство в Якутии, в материале Туяры Филипповой. Делаем узоры. Вот с такой танцевальной разминки начался этот день у серебряных волонтеров. В Якутск приехали представители районов, что бывает довольно редко. Чаще всего их общение между собой бывает по телефону и видеозвонку. Однако это не мешает им строить совместные планы и делать добрые дела. 25 проектов очень хорошо работают.
реализуют свой проект именно сообща с участием единомышленников из разных районов. Валентина Васильевна до выхода на пенсию работала на руководящих должностях. Сегодня она лидер волонтеров старшего возраста. Без дела сидеть не привыкла. 26 представительств в районах под ее началом помогают всем, кто в этой помощи нуждается. В последнее время активно включились в работы по изготовлению маскировочных сетей и другого обмундирования для нужд СВО. Вяжут носки для недодошенных детей, выступают с лекциями и мастер-классами в школах и детских садах. И это не все. Художественная самодеятельность, экологические акции, субботники не обходятся без их участия. А нередко именно люди старшего возраста становятся двигателями и инициаторами событий в селах и городах. Правда, большую активность проявляют все же женщины. Мужчины, как говорится, больше на подхвате. Сегодня я здесь сижу один, но у нас бывает и несколько. Но в основном это невидимый фронт наших общественников, женщин. Они всегда помогают своим женам, матерям или сестрам подвести, унести, принести, занести, помочь в чем-то, что-то оформить, что-то разобрать и перевести. Передать житейскую мудрость, научить традиционным ремеслам, да и просто поделиться советом с молодыми. В этом видят свою миссию серебряные волонтеры. Помогать другим им не в тягость, а в радость. Они стараются быть нужными и в 60, в 70 и даже далеко за 80. И когда взрослые дети вначале иногда не понимают своих пожилых родителей, то, видя, какое удовольствие им доставляет общественная работа, сами включаются в этот процесс. Ну, сперва они ругали, когда мы приехали из села. Мол, дома сидите, у вас пенсии, идите, с ними нянчитесь. А я не согласилась, и до сих пор. А теперь они, когда мне 80 лет исполнилось, они сказали: вот, мама, идите сколько хотите, столько и будете работать. Помогая другим, люди получают положительные эмоции и становятся счастливее. И, как правило, и живут дольше. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Я думаю, у всех без исключения появилось желание тоже вступить в волонтерское движение после такого замечательного сюжета. Дорогие друзья, всем желаем доброго утра, хорошего настроения, заряжайтесь позитивной энергией вместе с нами. Сегодня, напоминаем, активированный день, будьте внимательны, туман. Ну, а о том, почему еще нужно быть внимательным на дороге прямо сейчас. В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению, пишет РИА Новости. Так, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению. Цитируем: «Зная, что Министерство внутренних дел Российской Федерации комплексно обновляет правила дорожного движения, Министерство уже несколько лет аккумулирует последние идеи, основываясь на поручениях правительства, обращениях граждан и правоприменении. Уверен, что ответственность за видеоблогинг за рулем должна быть приравнена к совершению правонарушения, которое прописано в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях». Депутат также отметил, что жители Дагестана, как и многие граждане Российской Федерации, обеспокоены ситуацией, сложившейся на дорогах Российской Федерации. Ведение стримов в соцсетях во время управления автомобилем стало популярным развлечением молодежи и даже взрослого населения. Большинство нарушений происходит по невнимательности. Одни не заметили светофоры или указатели, не следуют за скоростным режимом. Некоторые популярные в молодежной среде имеют в своем арсенале десятки правонарушений. Вот такая у нас инициатива, очень актуальная сейчас, поскольку видеоблогинг, конечно, очень популярен. Но это не последняя инициатива. Между тем, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что депутаты займутся проработкой вопроса о запрете продажи подделок, которые выдаются за народные художественные промыслы. Это тоже очень актуально. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об определении понятия «народные художественные промыслы». То есть что это такое, теперь будет закреплено законодательно. И далее у нас будет, конечно, уже разрабатываться проект о том, каким образом эти народные художественные промыслы будут защищаться. Органы самоуправления правом оказывать государственную поддержку организациям в области народных художественных промыслов. Глава комитета Госдумы отметила, что в принятый закон хотели вписать норму, согласно которой нельзя торговать подобными вещами, подделками, которые выдают за наши промыслы. Но пока, по ее словам, согласие в этом вопросе не найдено. Если мы пишем что-то нельзя, то надо вносить
отсылающие нормы в Кодексе административного производства, обосновывающие, почему нельзя. Поэтому законодательство будет меняться, развиваться, но уже здорово, что народные художественные промыслы закрепили на законодательном уровне. Ну, у нас много всего интересного, дорогие друзья. Вообще без книги жить невозможно. А когда холодно на улице, хочется посидеть с книжкой у камина, что-то почитать вечерами, прям как в каком-нибудь романтичном, красивом фильме. И в нашей постоянной рубрике прямо сейчас вам порекомендуют, какую книжку выбрать. Доброе утро! Сегодня я расскажу вам про книгу Сергея Григорьева «Александр Суворов». Сергей Тимофеевич Григорьев, настоящая фамилия Григорьев-Катрашкин, родился в 1875 году. Он был выдающимся мастером детской книги, автором исторических, приключенческих и фантастических произведений для детей и юношества. Описанные в художественной форме детство, юность и зрелые годы Александра Суворова рассказывается победа в русско-турецких войнах, о швейцарском и итальянском походе и, конечно, о знаменитом переходе через Альпы. Наблюдаем становление великого полководца от простого рядового до генералиссимуса, который не проиграл ни одного боя. Автор сопровождает рассказы историческими фактами и деталями, чтобы сделать их более интересными и достоверными. Описаны знаменитые чудачества великого полководца, суворовские странности, хорошо понятные солдатам, и неожиданные поступки, в которых всегда проглядывают народную мудрость и тайный глубокий смысл. В этой книге мы еще можем прочитать знаменитые высказывания Александра Суворова. История настолько живая и затягивающая, что читается на одном дыхании. Я рекомендую эту книгу всем любителям истории и всем, которых интересует жизнь великих русских полководцев. Ну, книги — это прекрасно и здорово. Я рекомендую всем обязательно что-нибудь прочесть. Ну, а в преддверии Нового года, конечно, хочется почитать что-нибудь сказочное, особенно с детьми. В нашей постоянной рубрике «Говорим правильно» мы начинаем разбирать сказочных героев. И начнем свой разбор с «Русалочки». Доброе утро, дорогие телезрители! Я думаю, многие из вас, которые сейчас смотрят этот утренний эфир, согласятся со мной, что сейчас, в преддверии новогодних праздников, мы все становимся чуть-чуть детьми, начинаем верить в сказки. Ну а какая же новогодняя сказка без волшебных существ? Без всем нам хорошо известных русалки, лешего, домового, ведьм, Кощея Бессмертного или Бабы-Яги. А вот как пришли эти слова в русский язык? Это очень интересно. Давайте сегодня поговорим о том, как в русском языке возникло слово «русалка». По мнению ученого, лингвиста и писателя Льва Васильевича Успенского, слово «русалка» такое же загадочное, как и существо, которое оно называет. Большинство ученых сходятся во мнении, что слово «русалка» имеет древнерусское происхождение, а в древнерусский язык оно попало из другого языка. Оно связано с древнеримским праздником Русалия. Это название весеннего праздника. И еще его называют Розалия или праздник роз. А еще есть мнение другое, что слово «русалка» связано со словом «русло». Однако слово «русло» тоже имеет очень такую не очень понятную этимологию. Таким образом, точно сказать, из какого языка приплыла к нам русалка в наш русский язык, точно ученым неизвестно. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Вот такое сказочное предновогоднее слово мы сегодня разобрали. Но вообще продолжаем новогоднюю тему. И, конечно, Новый год представить без зеленой красавицы невозможно. Елочка — это символ Нового года. Ну, впрочем, как Дед Мороз и Снегурочка. На прошлой неделе дан старт российской зиме в городе Якутске. Это произошло в прямом эфире. А на площади ВНХ каждый регион представил свою новогоднюю елочку. Раз, два, три, елочка горит!
Вот так хором на главной аллее ВДНХ Дед Мороз и гости зажгли не одну, а сразу 90 елок. 89 от каждого региона страны, плюс новогоднее дерево самого парка. Сегодня самое главное, что происходит, это открывается аллея елок. Это уникальный проект. Нигде, никогда в мире никто ничего подобного не делал. И, конечно, здесь елка Якутии, естественно, представлена. Я знаю, что ребята очень сильно волновались за и каждую елку, и в Якутии тоже. Но я вас уверяю, что каждая елка получилась шедевральной абсолютно. Поэтому надо приезжать на ВДНХ. Впереди еще как минимум 4 месяца, когда можно будет увидеть эти елки. А посмотреть есть на что. Новогодние деревья не похожи друг на друга. Подчеркнуты региональные особенности. Каждая елка индивидуальная, игрушки делались вручную мастерами. На нашей красавице можно увидеть берестяную посуду, чороны, женские украшения из серебра и бисера, а также фигурки в национальных костюмах людей, лошадей. В общем, ни с чем не перепутаешь наш уникальный якутский колорит. Также на церемонию пригласили Чисхана. Якутский волшебник передал магический кристалл холода Деду Морозу из Великого Устюга. Вместе они объявили о начале зимы и новогодних праздников по всей России. Желания мои будут такими, чтобы в этом году все были живы-здоровы, чтобы счастье было, спокойствие и благополучие. У вас самый лучший Дед Мороз. Я надеюсь, меня не слышит сейчас наш Дед Мороз, классический из Великого Устюга. Но я сегодня ради якутского Деда Мороза здесь и привела сына показать ему, как выглядит настоящий хранитель Севера. Потому что это, конечно, потрясающий костюм с отсылками к культуре. Я была в Якутии один раз, но была там не на Новый год и никогда не видела, какой у вас потрясающий, красивый Дед Мороз. На праздник пришли тысячи людей, многие семьями. В преддверии Нового года всем хочется волшебства. Это было очень круто. Я увидела, как зажигаются эти елки. Просто было очень здорово. Я обожаю такие новогодние мероприятия. У меня как раз сегодня было безумно дикое новогоднее настроение, что ничем уже было не испортить. Пришли посмотреть, как зажгутся елки. Детям очень интересно посмотреть на это было. И Дедов Морозов, конечно, якутский, ямальский. То есть детям очень понравилось. Замечательное настроение. Пришли посмотреть на Деда Мороза, нашли в интернете объявление, и решили первый раз на таком мероприятии. Ты скажи что-нибудь. Мне очень нравится, очень интересно. Якутяне, живущие в Москве, тоже решили своими глазами посмотреть на первый новогодний праздник в году. Сегодня мы стали свидетелями зажжения всех прекрасных 90 елок. Это же уму непостижимо, действительно, такое достижение, вот именно событие такое огромное. Мы очень рады. Передаем большой привет своим родным и близким в Якутию. Стоит отметить, что все деревья живые и после Нового года не пропадут. В апреле их бережно пересадят из кадушек в грунт. Так на ВДНХ появится аллея регионов. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. Сколько положительных эмоций, невозможно не улыбаться, смотря такие сюжеты, такие красивые елки, такие радостные дети. Это просто потрясающе. Конечно, безумно приятно слышать, как всем понравилась наша чудесная елка. Также в этот день новогоднюю ель зажгли и в Тамоте Алданского района. Давайте посмотрим и об этом. Тоже масса положительных эмоций. Спокойно, спокойно. Это вы, гражданочка Баба-Яга? Валенки у Деда Мороза стырили. Торжественная церемония началась вечером, когда на площади города была установлена огромная новогодняя елка. Миллионы огней, яркие гирлянды и блестящие игрушки способствовали созданию праздничной и уютной атмосферы. На торжественном открытии елки мы танцевали, веселились, играли, радовались и пели. На открытии новогодней елки присутствовали все жители Тамота. Мэр города обратился к гостям и жителям, пожелав всем счастливого Нового года и ярких будущих праздников. Каждый человек понимал, что наступающий год будет годом приятных перемен и больших возможностей. Да, наверное, потому что праздника хочется. Скажите, хочется же чуть-чуть, чтобы оно началось, чтобы оно приближалось. Представляете, в этом году городу исполнилось 98 лет. 98 раз эта елка зажигалась. Представляете? Мы очень рады, что открыли так рано новогоднюю елку. Это приносит нам новогоднее настроение. После слов мэра площадь ожила еще больше.
Сцена заполнилась артистами и музыкантами, которые подарили городу потрясающее шоу. Звуки музыки, яркие световые эффекты и танцы создали атмосферу праздника, которую невозможно было передать словами. Ну, эмоции самые положительные. Спасибо большое организаторам за такой приятный праздник. Дети рады. Очень счастливы, да. Спасибо огромное. Ярко все, елочка у нас пушистая, красивая. Этот вечер запомнится всем, кто присутствовал, и оставит яркие впечатления на долгое время в сердцах каждого жителя. Ирина Князева, Ренат Нахиев, Виолетта Сыроветник, Томот. Надеюсь, и у вас появилось желание поставить елочку у себя, если вы это еще не сделали. Мы делимся с вами самыми последними новостями и самыми положительными эмоциями. У нас удивительная страна. К приходу зимы готовится в разных уголках. Так, к приходу зимы радуются и в южной части страны. В курортном городе Сочи, а именно на Красной Поляне, дали старт горнолыжному сезону. Теперь снегу радуется и там. Первый день зимы на курорте Красная Поляна в Сочи состоялось открытие горнолыжного сезона. На кадрах, снятых в пятницу, туристы на лыжах и сноубордах скатываются по заснеженному склону. По словам генерального директора курорта Красная Поляна Яны Перепечаевой, в этом году открытие сезона состоялось раньше обычного. В этом году мы открываем сезон 1 декабря. Последний раз мы так рано открывали сезон 5 лет назад, в 2018 году. Мы ждем, что горнолыжный сезон будет снежным. Будет много гостей в этом году. Каждый год мы прибавляем примерно на 10% по загрузке отелей. Ну и такое раннее открытие говорит о том, что зима будет снежной. Также гендиректор сообщила, что на территории комплекса обновили горнолыжное оборудование и увеличили количество опытных инструкторов до 130 профессионалов. На курорте 30 километров трасс. Новых трасс на курорте не появилось. Работаем теми же, что и в прошлом году. Я напомню, что недавно мы реконструировали трассу Восточную, самая длинная трасса на всем горном кластере Сочи. Ее длина составляет 8 километров. Один из туристов, Сергей Назаренко, отметил, что сезон этого года уже успел порадовать большим количеством снега. Много снега выпало, особенно здесь в цирке. И в прошлом году до высоты 1500 практически не было снега. Были какие-то рыжие пятна. В этом году даже фрирайд есть. Так что это просто супер. В прошлом году 17 декабря было открытие, в этом 1 декабря мы уже катаем вовсю. Глава города Алексей Копайгоровский в телеграм-канале поделился, что в высокогорье свыше 2000 метров уже сформировался устойчивый снежный покров. Также сообщается, что другие курорты в Сочи откроют сезон раньше запланированного. Роза Хутор 8 декабря, а Газпром Поляна полноценно начнет функционировать с 15 декабря. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения и продолжаем делиться новостями. Итак, мы идем в ногу со временем. В алмазной столице начали устанавливать QR-коды в общественных местах, а также в памятниках и исторических сооружениях. Правый якутский воин, человек с неординарной судьбой и сильным военным характером. История рядом. В Мирном возложили цветы к мемориальной доске ветерану войны и алмазной промышленности Василию Иванову. Ему исполнилось бы 110 лет. Он прошел путь от Сталинграда до Берлина. В числе первых вошел в бункер Гитлера. Отдавал честь Сталину, Жукову, видел Черчилля и Рузвельта. После войны осваивал город Мирный. Для нас, конечно, он просто дедушка. Но если смотря со стороны, то есть это, скорее всего, наверное, легендарный человек, потому что человек-фронтовик, человек-коммунист. Он всегда был коммунистом, и он умер коммунистом. Он всегда говорил, что я коммунист, я солдат. В доме, где жил герой, появится QR-код. С помощью мобильного приложения гости и жители Мирного узнают историю жизни ветерана. Сегодня в алмазной столице по предложению участников форума «Люди Алроса» реализуют проект QR-код Мирного. Таблички со знаками, которые расскажут не только о легендарных людях города, но и об интересных фактах становления, развития и производственной деятельности Алроса, установят на архитектурных, производственных объектах и домах. Цель нашего проекта – знакомство жителей, гостей города с уникальным его историческим, конечно же, наследием. Мы хотим непосредственно реализовывать этот проект
инициативными молодыми ребятами, которые сами будут предлагать идеи реализации QR-кодов, каких-то табличек, ну и, собственно, может быть, добавятся другие идеи в плане размещения. Подобный проект сегодня работает в Ленске. Сотрудники местного историко-краеведческого музея дополнили экскурсии по городу фотоматериалами. То, как изменились здания и знакомые места за последние десятилетия, можно увидеть, наведя камеру смартфона на фотографии. Памятник первооткрывателям алмазных месторождений по праву считается визитной карточкой Мирного. 24-метровый обелиск, символизирующий кимберлитовую трубку, тоже попадет в проект QR-код Мирного. Сегодня организаторы составляют список объектов, которые войдут в проект. Приглашают единомышленников, инициативных молодых людей. В качестве площадки выбрали производственный музей «Алроса». Туда можно обратиться со своими идеями. Иванна Филиппова, Александр Еремин, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Всем еще раз доброго утра. Сегодня в столице региона начнет свою работу межрегиональный научно-практический форум «Пути возрождения и сохранения эпического наследия и сказительства», посвященное декаде Олонхо. И сегодня у нас в гостях приглашенные гости мероприятия Айсель Исаева, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института языка и литературы имени Айтматова Национальной академии наук Республики Кыргызстан, и Марат Буляков, специалист отдела по работе с нематериальным культурным наследием Республиканского центра народного творчества, руководитель автономной некоммерческой организации развития научно-образовательных, культурных и социальных инициатив «Урал» Республики Башкортостан. Доброе утро. Доброе утро. Ну, пока звание зачитала, очень все серьезно. Огромное спасибо, что вы нашли время приехать. Немножко расскажите, что это за мероприятие. Потому что смущает уже название, то есть начинаешь задуматься, о чем же будем говорить. Наследие, да, эпическое наследие – это от слова «эпос». Нас же эпос объединяет всех народов, так скажем, коротко говоря. Что у кыргызского братского народа эпос Манас. У нас эпос Урал-Батыр, основные, которые на вершине, так скажем, стоят. Да? У нашего братских народа, у якута, конечно, это Олонхо. И так далее, и так далее. Много можно перечислять. И вот благодаря нашим сестренным сказителям, которые передавали из уст в уста, сохранили, и вот для того, чтобы дальше развивать, передавать подрастающим поколению, вот мы и собираемся обмениваться опытом. Как, что делать дальше. Скажите, пожалуйста, но получается, что очень интересное содержание, то есть это же устное творчество, да? Какой-то сравнительный анализ провели, вот вообще произведений самих. Интересно, что общего нашли, какие общие, может быть, культурные коды. Да, вы знаете, вот буквально вчера мы выступали в каждой своей секции, и, например, у меня было исследование, где я в сравнительном аспекте проводила исследование эпоса Манас. Это вот кыргызский эпос, это как бы наш главный эпос, наш бренд, да, можно сказать. И одно из Олонхо, якутского народа, Крыз-де-Беле. Я там нашла очень много схожих абсолютно особенностей, которые были запечатлены сказителями еще очень-очень давно. И они дошли до наших дней. Вот эта удивительная способность сказителей доносить древний текст до нашего времени и представляет вот это вот эпическое наследие, вот то, чем мы занимаемся. И всегда на сравнительном материале, когда мы сравниваем, казалось бы, такие далекие друг от друга сегодня народы якутский и кыргызский, но здесь мы находим в этих древних текстах очень много общего. И вот это вот для нас, как для исследователей, является интересным, понимаете, найти что-то общее, найти какие-то особенности, которые различают нас. Но общего гораздо больше. Ну, то есть, получается, даже в этом мы не только в направлении сохранения культуры благодаря устному творчеству в таком варианте, да, таком сложном, да, как эпос, мы еще находим какую-то объединяющую культурный момент. Да, конечно. Вот в дополнение хочу сказать, тоже вот, если взять все наших батыров, в каждом эпосе. Идеология наших героев, главных героев в эпосе, всех-всех-всех, была одна: объединить народ. Объединить народ, бороться за будущее своего народа, за язык своего народа. И про это нам вот сказители в эпосе давно сказано было. И наш вот культ жизни именно вот продолжать, изучать. И на самом деле кыргыз
башкирский народ где был? Башкирский народ. Якуты, другие народы, у кого есть эпосы, да? Ведь идеология-то одна была. И наша задача найти вот это найти общее, и да. дальше продолжать. Скажите, пожалуйста, а вот сохранение национальных традиций, языка, вот устного творчества, у нас у всех одна проблема, да, общая. Как вот перекликается у вас, насколько это актуально в ваших регионах? Но если, так как мы вместе живем на территории Российской Федерации, конечно, здесь нужно сказать, наверное, это сплоченная работа всей команды, которые находятся на территории Российской Федерации, в Республике Башкортостан также, да, и здесь мы одно понимаем, что только мы сами можем сохранить свой язык, свою культуру, искусство, и у меня есть такие, вот, всегда говорю, пока фольклор жив, народный, устный народное творчество, в целом народ, и будет жить его народ. Ну, то есть... Поэтому задача, конечно, сохранить, изучать, обмениваться опытом. Самое главное, для чего мы собрались? Обменяться опытом и, конечно, дальше развивать. Ну, то есть, получается, вы сохраняете через фиксацию уже, ну, устного творчества в письменном. Обязательно, да. Но самое главное, нужно, наверное, сказать, вот смотрите, сейчас мы записываем, записали наши выдающиеся фольклористы. Например, у нас Мухаммад Бурангулов в истоках стоял. В 1910 году только был переписал он у известных наших сказителей эпос Урал-Батыр. А до этого же эпосы наши жили, из уст уста передавали. Если эпос Урал-Батыр зачитывается в течение 3 часов только сказитель эпос, а возьмем Манас, сколько минут, Алон Хуста, они же целыми ночами 3 дня, 4 дня сказительство вот, передавали, собирались у юрт, например, у нас, у кыргызов, у башкир, да, и так далее, и так далее. Вот чему мы? Вот каким талантом дар у наших сказителей было. И это же надо было сохранять. А сейчас современных детей возьмем, 4 куплета или 2 куплета, кое-как некоторые у себя в памяти оставлять. Ну, да? а у вас как обстоят дела с сохранением вот не только языка, культуры? Вы знаете, у нас последние годы, вообще последние десятилетия очень активно идет работа в этом направлении. У нас, конечно, с Манасом вообще очень многое что связано. Последние 2 года у нас создан театр Манаса. И вот когда я приехала сюда, в Якутию, я посмотрела, как здесь существует, функционирует театр Олонхо. Мне очень интересно, например, ваш опыт, да, как вы развиваете его, как вы представляете его аудитории. И, возможно, мы для себя тоже подчеркнем что-то очень полезное, интересное, новое, да, что мы могли бы применить у себя в своей работе. У нас, конечно, исследовательские центры есть. У нас Академия Манаса открылась, еще дополнительно исследовательская группа большая, помимо нашей Академии наук, которая существовала давно уже занимается исследованием эпоса, изданием эпоса. Вот. Но я бы еще хотела сказать, что мы вот сегодня так хорошо в этом зале собрались с моим коллегой из Башкортостана. Один из первых собирателей эпоса Манаса и записчиков, Каюм Мифтахов, он башкирт. Да. И он в свое время, когда он учительствовал в Казахстане, он услышал от кыргызов, которые там оказались в 16 году, эпос Манас. И понимаете, он настолько был заворожен этим эпосом, настолько был заинтересован, что он переехал в Кыргызстан, стал преподавать, учительствовать в школе, и собирал там кружки по записям и сбору эпоса Манас. Он первый собиратель. Огромное вам спасибо. Вас можно слушать просто бесконечно. Такая прекрасная речь. Ну, конечно, хочется спросить, вы впервые в Якутии, какие пожелания вы бы нашим телезрителям сегодня сказали? Я впервые в Якутии, и я приехала, я вот говорю о своих ощущениях. Я из плюс 15 приехала в минус 41. Когда наш самолет приземлился, было минус 41. Изумительные впечатления, конечно. А национальная кухня замечательная. То, что я могла только по телевизору увидеть, я это вот смогла попробовать. А самое главное, это вот дружеский прием, теплая атмосфера, в которой мы здесь все оказались. Мы просто вот купаемся в такой дружеской атмосфере. Это самое главное для нас — встретиться с коллегами и
увидеть вашу прекрасную морозную зимнюю страну. Ну, я второй раз в Верхневылезском районе, когда в Улусе проводился СТХ Олонхо, был 2 года тому назад, и вот поэтому есть у меня сравнение летом как и зимой. На самом деле гостеприимная земля, мы очень благодарны, башкирские ученые благодарны Институту Олонхо, Дому Олонхо, Евдокии Николаевне, вот, который вот это полностью со своей командой сплоченной организовал. Вот поэтому в целом мы хотим поблагодарить от имени участников руководства Республики Саха-Якутия, всех неравнодушных людей, которые развивают устное народное творчество, фольклор своего родного народа. Пока фольклор будет жить народ. Огромное спасибо, что пришли. Желаем вам хорошего проведения форума, чтобы все прошло успешно. И приезжайте к нам обязательно еще. И, конечно, приходите к нам в студию. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Но мы продолжаем, дорогие друзья, последние новости. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. С текущего года сумма компенсации взносов зачисляется напрямую на лицевые счета собственников жилых помещений. Фонд капремонта Якутии сообщает об изменении выплаты компенсации взносов на капремонт. Ранее выплата средств производилась на банковские реквизиты получателей компенсации через агентство субсидий по месту жительства. С текущего года сумма компенсации взносов на капремонт не перечисляется на банковские реквизиты получателя, а зачисляется напрямую на лицевые счета собственников жилых помещений. В последующем сумма компенсации учитывается при расчете итоговой суммы к оплате взносов на капитальный ремонт. Пристрой Хатасской школы почти готов к торжественному открытию. Дополнительное здание рассчитано на 120 мест. Общая площадь почти 5000 квадратных метров. Согласно проекту, здание имеет 19 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием. Есть лаборатория, столовая, спортивные и актовые залы, а также большая библиотека. В Хатасской школе учащиеся изучают агротехнологии, поэтому дизайн пространства нового дополнительного корпуса создан в природных мотивах. По словам руководства школы, на первом этаже будет открыт центр агроинженерии, а открытие нового корпуса планируют после 20-х чисел декабря. Объект на самом деле готов полностью. Сейчас просто идет процедура передачи, а также подготовка, чистка, мойка, чтобы в подобающем виде передать данный объект. Отопление здесь централизованное. Получается, тут рядом стоит котельная. С этой котельной питается. Вода привозная. Есть своя очистная станция, которая доводит воду до нужных нормативов. Жители Мирного будут пересекать проезжую часть по высокотехнологичным пешеходным переходам. Они не боятся грязи, снега, дождя. Проекционные зебры видно в любую погоду и в темное время суток. Первым участком с бело-желтыми полосками станет переход на Советское между Дворцом культуры «Алмаз» и Культспорттоварами. Там утром 1 декабря специалисты тестировали световую зебру. В постоянном режиме ее запустят с приходом дополнительного оборудования. В мэрии Мирного сообщили, световые переходы установят еще на 2 участках со слабым освещением. По итогам Всероссийской программы профессионального развития архитекторы РФ в одноименную книгу с избранными проектами выпускников включили 5 работ якутского дизайнера Каданы Игнатьевой, в том числе мурал с подсветкой «Срединный мир» на территории аэропорта Якутск. Всего в книгу архитекторы РФ вошли 60 проектов, выполненных в последние 5 лет. В этом году участниками программы обучения стали 500 специалистов со всей страны. Архитектурно-художественная графика «Срединный мир» появилась на фасаде гостиницы «Лайнер» в прошлом году. Мурал символизирует единство человека с природой и преемственность жизни. Театр юного зрителя Якутии в честь юбилея главного режиссера Александра Титигирова покажет спектакль «Легенда о кровавой метке» по мотивам романа народного писателя Республики Василия Яковлева-Долана «Глухой Вилюй». История рассказывает о далеком прошлом якутского народа, эпоха 16 век. До вхождения Якутии в состав России якуты и другие коренные малочисленные народы, разделенные на племена, переживают трудные времена кровавых междоусобиц. Творчество Александра Титигирова известно далеко за пределами республики. Его спектакли интересны и любимы зрителями. Он является одним из самых известных детских режиссеров в России.
Ну, во время работы в театре юного зрителя где-то примерно детских спектаклей где-то 30, наверное, есть, наверное, да, и больших спектаклей по школьной программе где-то 20, где-то 3-4, да, и основной вот классика, там все где-то, 60 спектаклей вместе с Нюрнбергским театром, когда вот работал. Самые благодарные зрители — это вот малыши, вот это, которые вот когда их радостные лица смотришь, когда вот после спектакля, да, и очень так довольным становишься. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Напоминаем, сегодня актированный день, будьте внимательны, туман и немножко о погоде. Сегодня в центральных районах температура минус 50, минус 51 градус, в заречной группе 48-53 градуса ниже 0, в южных минус 15, минус 33, в Вилюйской группе 44-47 ниже 0, в Нижнеленских 46 градусов холода, в западных минус 32, минус 40, в Колымандигирской группе Улусов температура минус 25, минус 53 градуса, в Янских 31-47 ниже 0, на северо-западе 27-44 градусов холода, в Якутске в 6 часов утра температура минус 49, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха минус 43, минус 45. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Желаем, чтобы на душе было тепло. Начинайте каждый день вместе с нами на Якутия 24.